Следует упомянуть урочище Бикта-Ата, которое стало, в общем-то, предметом, можно сказать, локацией, в которой мы можем обнаружить, как происходило вытеснение казахской истории и заполнение советской истории. Очень странный процесс, но я покажу на примере Бикта-Ата, как это происходило. Итак, что такое Бикта-Ата? Это жемчужина Северного Прибалхашья. Это такой оазис, заповедник. И в древние времена он, конечно, имел большое значение. Во-первых, издалека видимый ориентир в степи. И надо сказать, что даже с Южного Прибалхашья он служил маяком. В ясную погоду его с южного берега Балхаша было видно. И когда лодки и баржи шли, они могли вполне ориентироваться на этот маяк, на вершины Бикта-Ата. Далее, конечно, все, кто ехал по степи с севера, запада, с юго-востока, конечно, издалека видимые вершины Бикта-Ата тоже становились своего рода такой точкой, да, ориентира в просторной, в такой широкой степи. Естественно, Бикта-Ата – это очень важная земля для родов, которые кочевали в Северном Прибалхашье. Кашсон-Керней, Сары-Мальтике, Коэн-Шитагай, Шпортбалы, Толингиты, Дадан-Тобыхты и так далее, и так далее. Даже если у каких-то из этих родов не было там своих жайлау, безусловно, они приезжали туда на тои, на асы, на праздники, проезжали Бикта-Ата по дороге в Каркаралинск и так далее, и так далее. Это такие уникальные для нас земли. Я уже не говорю о том, что Бикта-Ата было известно и славилось своей флорой и фауной. Архары, естественно, джейраны, редкие виды птиц и многое другое, все было там представлено. Вырубка лесов Бикта-Ата начинается в 20-30-е годы, когда недалеко от Бикта-Ата восточнее начинают работать рудники Кызыл-Испе, и тогда начинают вырубать арчу, можжевельник, для того, чтобы топить, так сказать, вот эти производственные печи для плавки свинца. Эти места Бикта-Ата очень долгое время оставались как бы неизвестны переселенцам и тем, кто работал уже над строительством Балхашского комбината. И это были счастливые времена, пока туда не дошла, так сказать, нога цивилизатора или переселенца. Когда эти места были открыты, естественно, они поражали своей красотой. Там определенные ароматы, запах полыни, можжевельника и так далее, смородиновые кусты, осиновые леса, горы красивые. И эти места, безусловно, сразу стали осваивать для того, чтобы создавать там разного рода, значит, зоны отдыха. Туда выезжали горожане с ведрами, вывозили ведрами смородину, которая росла. Там начинают открывать дом отдыха, потом пионерские лагеря и многое-многое другое. Первая зона отдыха была открыта в 1935 году. И тогда, и еще ближайшие 20 лет к зонам отдыха и пионерским лагерям прям подходили архары, подходили сайгаки, еще не боялись людей. Еще тогда водились там дрофы, и они постепенно начали исчезать только где-то в 60-е годы. То есть 30 лет они продолжали там жить. В 1936 году появляется первый пионерский лагерь, в 40-е, то есть в 50-е, в 60-е там было уже 4 лагеря, а потом больше и так далее, и так далее. В 1938 году произошло знаменательное событие. Почему знаменательное, я объясню. В Балхаше начинают создавать альпинистский кружок. И этот альпинистский кружок делает, значит, вылазки в Бикта-Ата. Там были горы, на которые можно было залезать, покорять вершины и так далее, и так далее. И деятели этого альпинистского кружка, в общем-то, дерзнули на то, чтобы дать наименование пещерам, вершинам, веками стоявшими здесь, в казахской степи, горам и так далее, и так далее. Решили назвать и назвали все эти вершины. Пик, Сундук, Черепаха, Новый Старый Сундук, Трехзубка и так далее, и так далее. Хотя мы понимаем, что все особенно такие значимые локации в степи, все они не просто были известны,
Они, естественно, сопровождались разного рода историями, да, связанными с этими местами, с воинами, с батырами, с известными личностями. И, конечно, о каждой там кочке у нас создаются легенды. Казахский народ очень поэтический народ. И, конечно, обо всем заметном в степи слагались легенды. С любым местом были связаны исторические события за долгие-долгие века. И Биктау-Ата не было исключением. Так, например, я приведу один пример. У нас есть пещера Аулие. В советские времена, когда я сама была ребенком и отдыхала в лагере, она называлась «Пещера Семерых». Что нам рассказывали об этой пещере Семерых? Оказывается, в 20-е годы, во время гражданской войны, от белых скрывались 7 красногвардейцев. И в этой погоне они поднялись на пещеру, где их не смогли белогвардейцы обнаружить. Так они спаслись. По другой версии, они отстреливались до последнего патрона и погибли все там. И вот поэтому пещеру называют пещерой Семерых. Но, безусловно, есть казахская легенда и даже несколько легенд, посвященных этим местам. Согласно одной легенд, Бек-Ата или Ата-Бек вел свои аулы, за которыми была погоня. Погоня врагов. Одни называют их джунгарами, якобы это было в период джунгарских войн, но мы понимаем, что это тоже какая-то уже модернизированная, обновленная версия. Речь идет, наверное, о каких-то более древних временах. И вот Бек-Ата вел свои аулы, и он пытался довести их до Биктау-Ата, чтобы спрятать их там от погони врагов. Это было ранней весной, когда разливалась вода, таял снег, и в особые богатые снегом зимы и в половодную весну Биктау-Ата покрывалась водой. И рассказывают о неком чуде. Аулы подошли, а Биктау-Ата было залито водой. И что сделал Бек-Ата? Он раздвинул воды, и вот между этими двумя, так сказать, водоемами аулы прошли, и когда прошел последний обоз или всадник, воды вновь сомкнулись, и враги не смогли догнать аулы. Но мы понимаем, что эта легенда, как и всякая легенда или миф, она имеет какое-то разумное объяснение. На самом деле Бек-Ата рос в этих местах, знал эти места, и он понимал, что там, вот во время половодья, под этой водой, он прекрасно знал, где проходят изгибы скал, по хребту которых можно пройти и провести аулы. Кто был в Биктау-Ата, он знает, что там скалистая такая земля, она волнистая, но если знать, можно пройти как бы по вершинам и выйти в нужное место. Бек-Ата, зная эту местность, он как бы по возвышениям этой скалистой поверхности, как по броду провел свои аулы, конечно, не размыкая, не смыкая эти воды. А враги не знали эту землю, и они не могли преследовать аулы. После того, как Бек-Ата спас свои аулы, он сказал, что он поднимется в пещеру, святую пещеру, и будет жить там. Когда нужна будет его помощь в советах, в лечении, люди могут приходить к нему туда. И у подножия пещеры есть Аулиенын Шошалы, куда приходили бесплодные женщины, они там ночевали, просили Бек-Ата помочь им, значит, получить ребенка, приходили со своими горестями. Пока Бек-Ата был жив, он собирал лечебные травы, сушил их, да, и он лечил людей, страждущих. После его смерти его пещеру назвали Аулие, потому что он стал для народа святым. Другие легенды свидетельствуют о том, что у Бек-Ата было 2 сына – Сары-Кульжа и Коныр-Кульжа. Это 2 вершины, каменные вершины, которые присутствуют в Биктау-Ата. И вот однажды они попадают в плен к врагам, и враги пытались у них узнать, где проходят в этой огромной степи, где вроде нет земли, колодцев, как казахи проходят по ней, где кочевые пути, где скрываются колодцы. И их подвергли страшным пыткам. И Бек-Ата
молился, чтобы его сыновья выдержали эти пытки и не выдали тайн казахов. И он молился и попросил небеса даже вплоть до того, чтобы превратить его сыновей в камни, чтобы они были настолько сильны духом, чтобы выстояли любые испытания. И Сары Кульжа и Коныр Кульжа – это символ вот его двух сыновей, которые были тверды духом и не предали или не выдали тайны казахов, которые знали пути, колодцы в степи и так далее, и так далее. И вот с приходом советской власти, цивилизаторов, альпинистского кружка, эти древние места, которые поэтизировал народ, который слагал о них легенды и мифы, и там о каждом месте буквально существуют легенды, вдруг превратились в старый новый сундук, в трехзубку, в пик, в пещеру семерых, в пещеру карандашей и так далее, и так далее. И так продолжалось полвека. Я отдыхала в Бектаата в летних лагерях в 80-е, в 90-е годы, и я тоже эти вершины называла вот так, по-советски. И только позже я открывала для себя настоящие имена, настоящие наименования этих мест и очень многих топонимов, которые окружают Бектау-Ата. Это древняя земля, и легенды о ней древние, когда не было никаких красных и белых, когда не было никаких альпинистских кружков, и всех тех, кто пришел туда и взял на себя дерзость, я бы сказала, наглость, называть эти вековые, тысячелетние горы и сочинять о них какие-то нелепые легенды. Именно тогда начинают появляться надписи «Здесь был Вася, такой-то год». И если мы сегодня посетим Бектаата, мы увидим, что многие места изуродованы надписями, краской, зубной пастой и так далее, и так далее. И это, наверное, наш долг тоже постепенно вычистить все это от варварства. Альпинистов, цивилизаторов, уже современных туристов и так далее.